Так, метр за метром трактор создает защитную кайму для леса. Это высокогорское лесничество. Ежедневно здесь и других пригородных районах Казани прокладывают несколько километров минеральных полос. Проводим такие работы вдоль опушек леса. Получается, если загорится трава, не дай бог, чтобы огонь не перекинулся на лес. Он как бы служит барьером между лесом и как бы землями сельхозпользования, либо населенными пунктами. В этом году в республике их проложат 2500 километров. У лесников и спасателей готовность номер один. В Татарстане пожароопасный сезон. В этом году он открыт почти на месяц раньше. В этом году из-за ранней весны пожароопасный сезон в лесах был открыт 1 апреля. Сейчас на страже лесов 25 станций и 450 человек, отмечает министр. И подчеркивает, ситуация тревожная. Если в прошлом году к этому времени было зафиксировано всего 19 термических точек, то в этом уже 630, рост в 30 раз. Всего в 2022 году, несмотря на жаркий июль и август, было зарегистрировано 507 термических точек и 352 случая возгорания. Ну и мы видим, как в этом году. То есть мы за 3,5 месяца догнали показатель за весь прошлый год. И это, конечно, не может нас не беспокоить. Как отметили, чаще всего причина возгораний – человеческий фактор. Угрожает и ветреная погода, установившаяся в Татарстане. Так, на прошлой неделе из-за непогоды огонь с сухой травы перекинулся на 5 домов в Актанышском районе. В Менделеевске на минувших выходных сухая трава горела на тысячах квадратных метрах. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось 2 часа. А это пожар в селе Карелино Балтасинского района. Огонь уничтожил дом и хозпостройки. В итоге семья с 4 детьми осталась на улице. Врагу не пожелаешь. Вот все, что было нажито, все вот сгорело здесь. Как отметили в МЧС, количество пожаров в республике увеличилось на 60%. Вот эти все пожары, которые произошли, характерно, они показывают о том, что пожар переходит на строение в результате того, что на приусадебных участках не убрана была трава осенью. Под пристальным вниманием больше 100 населенных пунктов. Все они граничат с лесами. За ними следят с земли и воздуха. Нарушителям грозит наказание от штрафа до лишения свободы. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.